Ношение маски – это защита от инфекции не только самого себя, но и других людей. Но это правило большинство людей уже не соблюдают, что приводит к угрозе ухудшения эпидситуации в стране, отмечают специалисты. Когда люди не соблюдают элементарных вещей, у нас будет продолжаться регистрация таких случаев. Поэтому до уточнения ситуации и чтобы не заразить, даже если это не коронавирусная инфекция, а простой вирусная инфекция, не заразить своих окружающих, родных, близких и вообще на улице кого-либо другого, да, этот человек должен оставаться дома, обратиться к врачу, чтобы получить своевременное лечение. Для защиты себя от вируса нужно укреплять и иммунитет. По словам врача-эпидемиолога Нурсулы Даировой, для этого нужно отказаться от вредной пищи, пить больше жидкости и заниматься спортом. Для повышения иммунитета надо заниматься физической активностью. Мы должны часто проветривать комнату и делать влажную уборку. Каждому человеку требуется минимум где-то 30 минут гулять на свежем воздухе. Это тоже очень влияет на иммунную систему. И здоровый сон тоже влияет на иммунную систему. Простые, но в то же время важные санитарные нормы защищают людей от вируса. Однако сегодня соблюдение масочного режима в общественных местах остается без внимания. По мнению граждан, санитарными правилами пренебрегать нельзя. Вот сейчас сяду в автобус, одену маску. Потому что пошло тепло, люди опять будут болеть. Ну, мои личные мнения нет, не помогает. Масканы кийиш керек, общественный жерде обязательно кийиш керек. Свободно эчким жок жерде чечсе болот кичине салганга. Торговый центр ошондой жүргөндө обязательно тагыш керек деп ойлойм. Көчөдө можно и без маски. Но если большое скопление, то надо. Это не только для себя, и для окружающих, чтобы не заражать свою семью, не заражать друзей и ближних по работе везде. По словам врачей, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. К примеру, в Бишкеке уже усилен контроль из-за ситуации с коронавирусом, так как в последние дни наблюдается динамика роста заболеваемости. Аяна Байзакова, Алмаз Нурманбетов, Ала-То 24.